в мире эпидемия аутизма. Становится больше диагностированных случаев. Детей с аутизмом с каждым днем становится все больше и больше. Ситуация в том, что мы наконец-то получили четкие диагностические критерии. Аутизм – это генетическое расстройство, правильно? Аутизм – это расстройство нейроразвития. Вопрос, который волнует всех. Как прививка влияет на аутизм, на его возникновение? Сама же прививка не является причиной. Иногда да. Это расстройство, либо все же болезнь? Возможно, это будет психиатрическим диагнозом. Как помочь детям с аутизмом? Аутизм – это не про лечение, а про обучение. Салям алейкум. В гостях у нас сегодня заведующая детским диспансерным отделением Крымской республиканской психиатрической больницы имени Балабана, главный внештатный специалист, детский психиатр Дарья Александровна Шурыгина. Здравствуйте. Здравствуйте. Дарья Александровна, сегодня все чаще мы слышим о том, что в мире эпидемия аутизма. Что такое аутизм и почему так важно сегодня об этом говорить? Вообще термин аутизм – это синдром, который подразумевает определенные психические характеристики, погруженности человека в себя, в свои переживания, эмоции, отрешенность от основного мира. Он был введен впервые в начале XX века как описание, в описании пациентов шизофрении. В дальнейшем сама концепция аутизма получила свое распространение в работах Каннера, в работах Аспергера, и где-то к концу 20-го столетия, особенно в начале 21 века, концепция аутизма получила свое развитие как отдельная самостоятельная единица психиатрической диагностики. Появился диагноз детский аутизм, который в настоящее время в современной классификации, которая ожидается к принятию на территории Российской Федерации, звучит как расстройство аутистического спектра. Сегодня создается впечатление, что детей с аутизмом с каждым днем становится все больше и больше. Многие грешат на прививки, вакцинацию. Многие говорят, что это виной какие-то внутриутробные инфекции, перенесенные матерью во время беременности заболевания. Что все-таки есть причина аутизма? Аутизма не становится больше диагностированных случаев. То есть дети, которые раньше получали диагноз умственной отсталости, шизофрения, просто задержки психического развития, в настоящее время, проходя качественную диагностику, получают диагноз расстройства аутистического спектра или по существующей классификации детский аутизм. Ситуация в том, что мы наконец-то получили четкие диагностические критерии, они описаны, они валидизированы, они подтверждены, есть качественные методики по определению детского аутизма у детей. Собственно говоря, мы можем достаточно обоснованно ставить такой диагноз и разрабатывать концепцию. По причинам же аутизма до сих пор ведутся достаточно широкие споры и исследования, потому что единой причины аутизма нету. Считается, что это такая комплексная ситуация, связанная с генетическими средовыми факторами. В настоящее время описано около 100 генов, при обнаружении которых у ребенка фиксируется расстройство аутистического спектра. И тем не менее поиски в этом направлении еще идут, и ситуация описывается, и база эта наполняется. Аутизм – это генетическое расстройство, правильно? Аутизм – это расстройство нейроразвития, то есть это расстройство развития ребенка по определенному типу, которое приводит к тем или иным качественным нарушениям социального взаимодействия, общения и стереотипному повторяющемуся поведению. По большому счету, да, это именно расстройство развития ребенка, расстройство нервного развития ребенка. Вопрос, который волнует всех. Как прививка влияет на аутизм, на его возникновение? Эпидемиологически доказано, провели исследования о том, что прививки, вакцинация не является причиной возникновения аутизма. То есть связи этой ученые не нашли. Были такие исследования, они проводились достаточно на большой выборке пациентов. И нет взаимосвязи между вакцинацией, между изменением вида вакцин, изменением прививочного календаря и так далее с распространением аутизма. Еще раз говорю, повышение диагностики аутизма связано с тем, что это выявлена сформирована новая концепция диагностическая аутизма, сформированы критерии, и все то, что раньше называлось другими шифрами, сейчас называется детским аутизмом. То есть мы научились в детях видеть не
не шизофрению и умственную отсталость. Мы научились у детей видеть аутистический спектр. Сама же прививка не является причиной. Иногда при определенных нарушениях иммунной системы и иммунной реактивности у ребенка возникают поствакцинальные реакции, которые могут быть как бы той отправной точкой для того, чтобы родители четче увидели изменения в поведении ребенка. Поскольку у нас график вакцинации связан на то, что базовые прививки и ревакцинация проводятся 1,5 года, а это именно тот самый кризисный срок диагностики детского аутизма, когда ребенок из системы мать-дитя переходит в систему социальных взаимоотношений. То есть начинает раскрываться круг общения с близкими родственниками, с окружающими, соседями, со сверстниками. Ребенок выходит из коляски на детскую площадку или там в детский садик. И вот там видно дефицит его социальной коммуникации, дефицит его социального взаимодействия. И у многих родителей этот временной интервал, он совпадает, что сделали прививку, и случилась ревакцинация, и ребенок стал другим. Иногда, да, поствакцинальные реакции вызывают там какие-то изменения, которые могут усугублять симптоматику аутизма. Но на самом деле, когда подробно расспрашиваешь родных, то первые красные флажки, какие-то точки, по которым можно было бы заподозрить, что что-то может пойти не так, у ребенка действительно выявляется, и родители соглашаются с этим. То есть прививка может дать толчок просто для более Более яркого проявления, более яркого аутистических проявления, расстройств. да, Мгм. аутистических черт. Мгм. Но это ни в коем случае не причина. Это расстройство либо все же болезнь аутизм? В психиатрии диагноз мы ставим тогда, когда психические нарушения или нарушение высших психических функций мешает полноценному социальному функционированию человека. Мы все можем испытывать какие-то страхи, мы все можем испытывать какие-то тревоги, вредные привычки. Но когда это мешает нашему обучению, работе, созданию семьи, нашей жизни в обществе, тогда возможно, это будет психиатрическим диагнозом. А какие вот методы или подходы помогают диагностировать аутизм? И насколько рано его можно диагностировать? Да, хороший вопрос, потому что большинство родителей приходят и просят проводить какие-то нейровизуляционные методы, например, магнитно-резонансную томографию головного мозга, компьютерную томографию головного мозга, там, рентгены, энцефалограммы и так далее. Они не выявляют аутизм, они не покажут аутизм. Аутизм — это функциональное расстройство, это нарушение связи между функциональными блоками в головном мозге ребенка. И нарушение формирования синапсов, нарушение формирования взаимодействия нейромедиаторов, которые на текущем макроуровне мы увидеть не можем. Поэтому методы здесь — это клиническое интервью, клиническое наблюдение, и это опросники валидизированные, то есть прошедшие проверку на достоверность, на истинность. И таких опросников несколько. Они зарекомендовали себя в многомиллионных, многотысячных обследованиях и, собственно говоря, имеют право на достоверность. И вот вопрос следующий. Какие признаки основные аутистического расстройства, вот когда родителям начинать бить тревогу? Признаки основные, они написаны, собственно говоря, в определении расстройства аутистического спектра. Это нарушение социального взаимодействия, нарушение общения и стереотипное или ограничивающееся, повторяющееся поведение или интересы. Ну, а клинически это может быть достаточно разнообразно, от самых легких стертых форм, то есть тогда, когда эти дети вообще не попадают в поле зрения психиатра и спокойно живут полноценной, качественной жизнью, до очень тяжелых форм, когда это сочетается с сопутствующими тяжелыми патологиями, эпилепсией, умственной отсталостью. И да, это дети, к сожалению, достаточно ограничены в своих жизненных возможностях. Нарушение социального взаимодействия — это умение ребенка в возрастном объеме, в возрастном аспекте выстраивать взаимоотношения со сверстниками, с окружающими. Понимание своих и чужих границ, понимание, подбор правильной позы, взгляда, жеста, интонации для выражения своей просьбы. Это способность понять и принять мнение или взгляд окружающих.
Это выстраивание сюжетно-ролевой игры, в которой ребенок включает в игру и себя, и другого человека, наделяя их определенными ролями и способами взаимодействия. В общении это специфично, это как от задержки от полного отсутствия речи до высоко развитой речи, но которая характеризуется достаточно такой как бы клишированностью, шаблонностью. То есть ребенок, очень часто родители говорят, что он со мной разговаривает цитатами из мультфильмов. То есть он цитирует цитаты из книг, из фильмов, из мультфильмов, из рекламы. Он подбирает какие-то близкие по значению, но не всегда верные по сути слова. И стереотипные повторяющиеся интересы тут всевозможно от моторных аутостимуляций, моторных стереотипий, вот те же пресловутые выстраивание в ряды предметов, это выбирание одного типа игрушек, это удержание этих игрушек в руке, это придерживание определенных маршрутов, это поддерживание определенной одежды, очень часто нечувствительны к каким-то тканям, каким-то швам. Здесь достаточно разнообразная категория, и только подробное клиническое интервью, подобный расспрос и достаточно такая искренняя позиция родителей при клиническом интервью помогает нам диагностировать или не диагностировать. Вот эти вот элементарные моменты, нет указательного жеста, бегает на носочках, да, не коммуницирует со сверстниками, вот это тоже, да, на что стоит Это все внимание? может быть флажки, но должен здесь смотреть психиатр, потому что эти симптомы могут быть характерны для другого расстройства Мгм. или, может быть, тоже варианта проявления вариантом адаптационного поведения ребенка. Здесь обязательно нужна консультация психиатра. И еще раз говорю, что достаточно подробная, искренняя, достоверная информация о ребенке. Мгм. Скажите, вот есть еще существует такое мнение, что на эту болезнь, вернее, на ее распространение или развитие влияет питание. То есть казеин, глютен, сахар, да, и это все может усугублять состояние аутистическое. Правда ли это? Существуют ли какие-то диеты, особенные для таких детей? Мгм. Смотрите, еще раз говорю, в критериях аутизма нету непереносимости глютена и казеина. Да? То есть мы не можем поставить аутизм только потому, что ребенок не переносит глютен, у него целиакия, или он не переносит коровье молоко. Равно как и нет подтверждения доказанности эффективности безглютеновой, безказеиновой диеты абсолютно всех детей. Безказеиновая и безглютеновая диета эффективна только в случае непереносимости глютена и казеина. Вот там, где выявлена это после консультации гастроэнтеролога, выявлена эта непереносимость, тогда, конечно, эта диета показана. Сами по себе диеты не являются обязательной терапией расстройства аутистического спектра. То есть вот эта информация о том, что дети, страдающие аутизмом, параллельно еще страдают соматическими такими заболеваниями, вроде как расстройствами желудочно-кишечного тракта, это не верная информация, недостоверная, да, информация? Нет, это вполне достоверная Мгм. информация. Аутизм, еще раз говорю, это функциональное нарушение, это нарушение взаимосвязи в головном мозге. Но параллельно это может быть какая угодно ситуация, от самой легкой соматической до достаточно тяжелых генетических синдромов. Поэтому здесь все лечение должно быть обосновано. То есть если мы нашли непереносимость, мы лечим непереносимость. Если мы нашли нарушение иммунореактивности, мы занимаемся этим. Если мы обнаружили там эпилепсию, мы занимаемся параллельно эпилепсией. То есть сам по себе аутизм может сопутствовать все что угодно, равно как и аутизм может сопутствовать достаточно многим заболеваниям. И здесь важно, почему важна диагностика аутизма, и важно не ударяться только в лечение чего-то одного, потому что это комплексный подход. Мгм. А, и, м, и только в комплексном вмешательстве мы можем достичь какого-то определенного результата. Очень часто у детей с расстройствами аутистического спектра есть так называемая пищевая избирательность. Да? Родители приходят и говорят, что он ест у меня только определенные продукты. Чаще всего так называемая белая диета. Макароны, хлеб, каши, там, молоко. То есть ребенок подбирает пищу, которая
эволюционно похоже на материнское молоко, не отличается по составу, по консистенции, то есть он выбирает максимально безопасные для себя варианты. И, соответственно, вот такая избирательность в поведении может формировать определенную микробиоту кишечника, которая тоже, тоже может сказываться на функционировании всего организма в целом. Поэтому здесь, скорее всего, что надо работать не именно с непереносимостью глютена, а с той пищевой избирательностью, которая обусловлена стереотипным восприятием пищи, пищевого рациона, и, соответственно, тогда уже контролировать микробиоту. Как помочь детям с аутизмом? Влияет ли на это ранняя диагностика, либо существуют ли какие-то методы терапии, которые вот эффективны в борьбе с Вопрос про помощь — аутизмом? это достаточно такой широкий вопрос. И я всегда на приемах говорю, что аутизм — это не про лечение, а про обучение. Лечим мы медикаментозно сопутствующие ситуации, потому что ребенок с аутизмом, как и ребенок без аутизма, может страдать тревогой, депрессией, синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, эпилепсией, может быть сопутствующая, к сожалению, умственная отсталость. То есть эти дети могут испытывать все те же самые психиатрические недуги, которые и дети без аутизма. Вот если показан при этом недуге, при этом диагнозе медикаментозное лечение, то тогда, конечно, мы назначаем там из группы и нейролептиков, и антидепрессантов, и препаратов для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. Тогда мы обращаемся к медикаментозной терапии. Но основная концепция — это поведенческая терапия, это обучение ребенка тем навыкам, которые у него сформировались в дефиците. Да? Обучение навыку взаимодействия, обучение навыку, социальному навыку, обучению пользоваться речью для общения, а не просто для обозначения своих потребностей. То есть мы их учим взаимодействовать, мы учим манерам, учим каким-то привычкам, поведенческим установкам. В общем, формируем ребенка в зависимости от того, насколько выражен у него тот или иной дефицит. Разработаны и существуют целые программы поведенческих вмешательств. Это так называемая ABA-терапия, это прикладной анализ поведения, то есть при котором анализируется поведение ребенка, и в зависимости от приоритета его дефицитов выстраивается определенная прям целая концепция занятий с этим ребенком, и потихонечку специалисты развивают. Вторая очень важная деталь — это социализация ребенка, потому что в какой-то узкой системе мать-ребенок, там, семья-ребенок, он может быть достаточно адаптирован и достаточно скомпенсирован. Но когда ребенок выходит в общество, вот, там, в детский сад, в школу, в какие-то групповые занятия дополнительные, вот там эта ситуация может проявляться достаточно ярко и достаточно негативно. И важно здесь не придерживаться теории, что дома он хороший, а вот где-то плохой, и значит виновата средовая ситуация. Важно пойти к специалисту и разобраться, в чем проблема, почему ребенок не может взаимодействовать в том или ином обществе. И если там есть индивидуальное там, несходство с каким-то взрослым членом общества или еще что-то, это одно. Но если это аутистический спектр, тогда чем раньше ситуация, тем качественнее мы, наверное, сможем помочь этому ребенку. Диагностического указания для постановки детского аутизма вот строгих у нас нет, но концептуально мы считаем, что расстройство аутистического спектра может быть диагностировано где-то в районе 2-3 лет, тогда, когда социальная востребованность ребенка выходит на определенный уровень, и мы четко видим, что ребенок этим критериям не отвечает. Но первые флажки можно заметить уже достаточно рано. В моей практике была ситуация, когда мама у 4-месячного ребенка заметила первые флажки, собралась, оказала комплексную помощь, и, в принципе, ребенка вывели в очень качественную адаптивную норму. А что это были за флажки? Вот в 4 месяца какие Это флажки можно было? не было ответа на улыбку, это не было ответа на мамину эмпатию, на мамино впечатление. Это была такая уже достаточно определенная отгороженность, уже не заинтересованность в игрушках. То есть была такая немножко погруженность и даже у 4-летнего ребенка, Отстраненность, да, да? отстраненность, да. То есть и
как бы это заставило родителей посмотреть внимательно на своего ребенка и, соответственно, оказать максимально раннюю помощь. Четко видны флаги, конечно, уже после первого года, когда мы ребенка выводим, ну, грубо говоря, в песочницу, да, там М. четко видны. Отсюда, возможно, и сейчас более ярко стали видны дети, потому что, ну, чуть не так недавние времена все-таки была более ранняя социализация ребенка, отдавали там 9 месяцев ясли, в годик ясли, где ребенок все равно под присмотром нянь и под руководством нянь, воспитателей усваивал социальные навыки, да, и пользование там горшком, и ложкой, и какое-то взаимодействие в небольшой группе сверстников. И, соответственно, вот эти те микродефициты, которые у него, возможно, и были, они компенсировались, и это выходило достаточно, такой термин хороший, адаптивную норму. Вот. И, соответственно, ребенок не попадал в поле зрения или не был настолько ярко выраженным. В настоящее время, ну, затянутая социализация ребенка, отсроченная, то есть когда мы идем в садик в 3 года, потому что мама до 3 лет может сидеть по уходу в отпуске по уходу за ребенком, нивелирование родителями вот той симптоматики, которая есть. Ну вот бабушке, дедушке не говорил, опять-таки, да, вот он там, кто-то там не говорил до 6 лет, и потом заговорил, и все нормально. Вот эти вот отсрочивания вот, обращения к специалисту, ну, собственно говоря, формирует то, что в 3-4 года мы получаем уже достаточно сложные ситуации. Потому что тогда мы все равно будем формировать, конечно, и речь, и жесты, и коммуникацию ребенка, но уже немножко через другие возможности, чем бы мы то делали в год, в полтора, в 2. Поэтому своевременный визит, к специалисту — это залог того, что, возможно, ранняя постановка диагноза нам позволит потом выйти в адаптивную норму и сформировать абсолютно полноценного Мгм. члена нашего общества. Вот в этой ситуации помощь нужна не только ребенку с аутизмом, но и родителям. Да. И вот у меня вопрос: как помочь родителям ребенка с аутизмом, да, в его вот адаптации, в его обучении жизни? Но прежде всего надо понимать, что чем раньше это касается любой медицинской нозологии, любой медицинской ситуации, чем раньше обратились, тем больше мы можем сделать. Это первый момент. Второй момент. Родителям надо понимать, что нова концепция аутизма, сам диагноз не нов. Если взять литературные источники 13-14 веков, то там описываются персонажи, которым по литературному описанию уже можно как минимум заподозрить аутистические черты, если уже не поставить диагноз аутизм. То есть эти люди были, есть и будут. И, собственно говоря, если они были, значит, это не конечная ветвь для эволюции. То, что не должно быть, к сожалению, оно не может давать потомство. Поэтому, наверное, в эволюционном плане это достаточно адаптивные и продуктивные люди. Третий момент о том, что можно сделать многое. 4 момент — это то, что клинический аутизм очень разнообразен. Очень разнообразен. Есть очень тяжелые формы, и есть максимально легкие формы, которые потом становятся успешными людьми. Я не знаю сфер деятельности, где бы я не видела людей с симптомами аутистического спектра. И в большинстве случаев достаточно успешные и талантливые люди, и художники, и артисты, и ученые. Ну, в общем-то, это просто надо понимать, что это не повод указать на то, что у вас больной ребенок. Это повод помочь вашему ребенку стать еще лучше и стать полноценным гражданином во всех смыслах, которые понимают в этом родители. Потому что родители боятся, что это будет какой-то социально ограниченный. Клеймо больной Да, ребенок. что это будет клеймо больного ребенка, но эти люди были, есть и будут. И, к сожалению, наша сейчас эпоха, наша эволюция человеческая, что ли, стала более ярко выделять этих детей. Ранняя цифровизация. То есть когда ребенку включается телевизор, как только он начинает фиксировать взгляд. Это совершенно в корне неверно, потому что этот ребенок воспринимает тогда гаджет, телевизор, телефон, планшет как объект коммуникации.
и он все, чему учит телевизор, он и приносит в нашу жизнь. То есть приводит таких детей, да, они знают 2 алфавита вперед-назад, русский, английский, но тем не менее он не может выразить банальную просьбу «можно, пожалуйста». То есть его воспитанием, то есть его обучением, по сути, занимался гаджет. На самом деле здесь должен быть рядышком близкий человек, который должен коммуницировать, который должен учить показывать пальчиком, делать руку ворону, ладушки, формировать указательный жест, формировать сюжетно-ролевую игру. И тогда этот ребенок примет человеческое общение за модель обучения и, соответственно, будет действовать именно так, как действует и в его семье и тот, кто рядом с ним. А как справляться вот с поведенческими расстройствами, такими как вот тревога, агрессия? Вот таких детей тоже очень много, да, у которых вот форма вот такая. М, Существуют какие-то медикаментозные моменты вот Дети с решения проблем? аутизмом немного по-другому воспринимают этот мир. Есть несколько теорий по формированию аутистического расстройства. И вся концепция складывается на том, что им сложнее в этом мире. Соответственно, у них чаще и больше формируются страхи, у них чаще и больше формируются тревоги. Отсюда и поведенческие феномены, которые сопутствуют страху и тревоге. Это либо избегание, либо нападение, агрессия. Поэтому если такой момент есть, прежде всего надо разбираться в средовых факторах, что вызвало именно такой поведенческий феномен у ребенка. И если этот средовой фактор удается преодолеть или устранить, то тогда, в общем-то, поведение ребенка выравнивается. Иногда сделано все, но ребенок остается в том же состоянии, тогда мы прибегаем к медикаментозной коррекции. Ну и я всегда родителям говорю, что это дети зеркало вашего состояния, вашего ресурса. Поэтому если родители не в ресурсе, то, конечно, они тоже должны обратиться к специалистам. Потому что ребенок очень четко считывает состояние родителей и очень четко зеркалит. Какой прогноз для детей с аутизмом? Многие ли из них могут потом самостоятельно жить в обществе, быть самостоятельными личностями? В 2024 году вышли новые клинические рекомендации по детскому аутизму, в которых процент выхода в адаптивные нормы дается до 20-25%. То есть примерно каждый четвертый ребенок с диагностированным расстройством аутистического спектра – это выход в адаптивную норму. Они останутся с расстройством аутистического спектра, то есть определенные паттерны коммуникации, общения, возможно, там и стереотипность, она останется с людьми, но эти люди научатся совладать с этим, жить с этим и даже сделают вот эти свои как бы слабые стороны сильными, наоборот, и станут, им доступно и высшее образование, и работа, и вождение автомобиля, и создание семьи, и рождение детей. То есть все социальные ипостаси, которые так боятся, что родители будут ограничены. В практике достаточно много успешных историй с такими детьми. Поражаешься, какие они талантливые. Они чрезвычайно одаренные дети, не музыкальные, не артистичные. Они, в конце концов, в них формируется такое своеобразное, очень тонкое чувство юмора. И внешне это могут быть абсолютно здоровые люди. Какие ресурсы и поддержка, возможно, государственная, доступны на сегодняшний день семьям и детям с аутизмом? Поскольку концепция аутизма, она достаточно молода, в нашей стране она вообще молода, и диагностика в нашей стране пока еще не на мировом уровне. Если в 2022 году, вернее, по педобследованиям с 10 по 20 год ВОЗ вывела среднюю представленность аутизма как 1 на 160 человек. Вот сейчас, в 2022 году, эта цифра уже 1 на 100 человек. В Соединенных Штатах Америки они дают 232 на 10 тысяч, это примерно 2,5 ребенка на 100 детей аутизма. У нас в России это порядка 0,25%, то есть в разы ниже, чем в мире. Общая государственная концепция, она пока еще только формируется, но уже достаточно много. Это из тех, кому поставлен диагноз, но есть же большинство. Это из тех, кому поставлен, да, кому уже Официально диагностирован, поставлен. да, официально диагностирован, то есть аутизм.
формируется, государство повернулось лицом к детям с расстройством аутистического спектра и в плане образования, и в плане детского дошкольного образования. Им много работы ведется в этом плане, но я еще раз говорю, что это достаточно молодой диагноз для того, чтобы была выработана уже четкая административная концепция. И, к сожалению, и в мировой тенденции пока тоже, так вот не совсем все вот так единообразно и структурно, и системно, как того бы хотелось. Вот. Но в Крыму в этом много работы. Она представлена большой сетью частных организаций. В бюджетном варианте можно получить хорошие курсы реабилитации. Это в реабилитационном центре «Созвездие» на Луговой 6 в Симферополе. Это реабилитационный центр на базе санатория «Лучезарный» в Евпатории Пушкина, 92. Там 21-дневные курсы, полустационарное, стационарное пребывание с широкой сеткой помощи логопеда, дефектолога, физическая реабилитация, адаптивная физкультура, гимнастика, какие-то формирования социально-бытовых навыков. Вот на «Созвездии» есть школа юного поваренка, где наши дети замечательно готовят блюда. Поражаешься, да, что вроде несмышленый такой полевой малыш, и с его ручонками получается что-то достаточно съедобное и вкусное. И есть разнообразные коммерческие проекты. Собственно говоря, я всегда родителям говорю, что вы должны приходить, где специалист четко понимает, что такое концептуальное расстройство аутистического спектра, что здесь есть проблемы во взаимодействии, в общении, что специалисту надо через систему поведенческо-прикладного анализа поведения выстраивать отношения с ребенком, соответственно, обучение. У нас есть специальные образовательные программы, у нас создаются коррекционные классы при школах, есть коррекционные школы в Симферополе, вот, и в Ялте, и в Феодосии, и в Керчи. Вот. В общем-то, поворачивается государство к лицу к этим детям, и возможности для реабилитации совершенно есть, совершенно реальные, совершенно возможные, и положительных результатов уже достаточно много. Спасибо большое. Если вы заподозрили аутизм у своего ребенка, главное вовремя обратиться к специалисту. Своевременная диагностика даст возможность вашему ребенку в будущем стать полноценным членом общества. Будьте здоровы!